Порошенко считает, что Украина должна предоставить крымским татарам право на самоопределение в составе единого государства. Об этом президент Украины заявил на премьерном показе фильма «Крым. Сопротивление». Президент в очередной раз заявил о необходимости внесения изменений в 10 главе Конституции Украины относительно предоставления права крымским татарам на самоопределение в составе суверенной Украины. Порошенко готовит изменения в Конституцию относительно установления национальной автономии крымских татар. Я наголосив, що ми вносимо зміни в 10-й розділ Конституції України. І буду просити підтримати це. І український парламент, Українську Верховну Раду, і український народ. Ми маємо право, ми зобов'язані дати кримським татарам право на самовизначення в рамках єдиної української держави. Я впевнений в тому, що це те, що ми заборгували кримським татарам. Я впевнений, що українська влада це мала зробити принаймні 20 років тому. І зараз ситуація була б абсолютно інша. Кремль должен прекратить репрессии в отношении крымских татар, считает российский адвокат Марк Фейгин. По его мнению, Россию ожидает волна гражданских протестов в Крыму, если не прекратятся уголовные преследования крымских татар. Кроме того, адвокат сообщил, что после общения с лидерами крымских татар в Киеве было решено бойкотировать выборы в Государственную Думу 18 сентября в Крыму. Мы эти планы обсуждали с Мустафой Джемилевым и Рифатом Чубаровым. Все решения о тактике защиты от репрессий крымских татар в Крыму, она будет выработана в самое ближайшее время. О том, как мы будем разворачивать кампанию там, непосредственно в Крыму, по прекращению репрессий. А это главное. Пока речи о выборах не стоит. Крымские татары не пойдут на выборы. Я сделал этот вывод из всей ситуации, так сказать, анализа ее и разговоров с людьми, которые, собственно говоря, очень влиятельны и авторитетны в Крыму. Секундочку. Белка, панда и люди в черном пикетировали здание администрации президента. В Киеве состоялась акция протеста, где требовали ликвидировать налоговую милицию и уволить председателя Государственной фискальной службы Романа Насырова. Детали митинга расскажет Роман Спиридонов. Вимагаємо коштів. Це не показник. Це не показник. Якщо давали. Вимагаємо коштів. Податкова міліція. Ні, це ж податкова. Ні. Податкова. Ні, ми не даємо. Люди Насирова. Вимагаємо грошей. Ні, не даємо. Так участники митинга представляют себе налоговую службу Украины. Ми податкові рейдери. Перевіряємо документи у людей, заповнені декларації, приходимо до офісів, вивертаємо всі документи, перевіряємо, вимагаємо грошей. Налоговая милиция превратилась в полугосударственную преступную группировку, которая занимается рэкетом, заявляют участники митинга. Поэтому она должна быть ликвидирована, настаивают они. А руководитель фискальной службы страны Роман Насиров должен уйти в отставку. Он себя дискредитировал, заявляют митингующие. Вопрос не только в отставке Насирова. Он полностью дискредитировался, как и его замы, как и Билан, как и Шеремет. Вопрос в том, что надо реструктуризировать Державную фискальную службу, надо изменить систему администрирования. Необходимо разделить таможню и Державную фискальную службу. Необходимо ликвидировать налоговую милицию для того, чтобы создать новый орган, который будет заниматься фискальными расследованиями, но не в составе Державной фискальной службы. Поддержать требования организаторов митинга приехали предприниматели из Львова, Умани, Одессы, Хмельницкого. Здесь и аграрии из Черкас. У нас приїжджали ці рейди, забирали ночами, під обрізами, людей починали тероризувати. Предприниматели из Запорожья требуют отставки главы фискальной службы их области. Они даже приготовили ему билет на Киев, чтобы здесь с ним разобрались правоохранители. У нас ситуация такая же, как и в других регионах. Люди в масках приходят на предприятия, которые являются плательщиками довольно крупных налогов. И возбуждаются непонятные уголовные дела с единственной целью потом этих бизнесменов прессовать, вымогать
И для того, чтобы этот бизнес не процветал, а для того, чтобы эти люди были у них на поводке, на жестком. В апреле этого года запорожские налоговики нагрянули на уманское предприятие «Экстранац Украина», положили людей на пол и хотели конфисковать грецкие орехи. Компания занимается их экспортом. Тогда товар спасли активисты, которые прибыли на помощь. А на каком основании вы орехи пытались? Нет, не выучали. Ну что ты врешь? Ну что ты врешь, быдло? Ничего ты не выучал. Не выучали орехи? Что вы делаете? Пошел вон отсюда. Владельцы компании написали заявление в полицию на незаконные действия налоговиков, но виновные до сих пор не наказаны, а вот компания несет убытки. Мы после этого случая боялись вообще работать, принимать заказы. Мы фактически не функционировали после этого мероприятия. Участники митинга подготовили обращение со своими требованиями к президенту Украины и главе Кабмина. Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Заман, АТР. Олегу Сенцову исполнилось 40 лет. Крымский политзаключенный отпразднует свой юбилей в колонии номер 1 города Якутск. Киевляне поздравили украинского активиста с днем рождения. Общество глухонемых записало видео поздравления. Активисты из Комитета солидарности вывесили поздравительный баннер на мосту над улицей Институтской. В эти минуты на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку украинского режиссера. На прямой связи с нами наш корреспондент Эльвина Сидбулаева. Эльвина, вы в эфире. День рождения узника Кремля Олега Сенцова отмечают здесь, на Майдане Независимости. Олегу Сенцову сегодня 40 лет, из них 2 года он провел в неволе. В начале акции участники акции провели флешмоб. Одни читали его произведения, другие читали его биографию, а третьи читали произведения о нем. И предлагаю вам послушать. И собака отошла на второй план, как жена, с которой продолжаешь жить, но перестаешь замечать. Потом, окончив школу, я поехал учиться в город и дико видел уже 3 раза в неделю. Я его гладил при встрече, иногда при расставании. Любил ли я его? Конечно, любил, но любовь это уже походила на привычку, на любовь к старикам. Здесь пришли друзья и активисты, родственники, и организации, правозащитники для того, чтобы поддержать и выразить свою солидарность. Так как у Олега вышло несколько книг, он был также режиссером, то сегодня решили прочитать как отрывки из его последнего слова, так и отрывки из книги рассказов. 2 года назад, 11 мая, Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко, Геннадием Афанасьевым и Алексеем Чернеем задержали в оккупированном Крыму. После вывезли на территории России. Их обвиняют в терроризме. И месяц назад Геннадий Афанасьев вернулся на родину, в Украину, и сегодня пришел поддержать Олега Сенцова. Прошу послушать его речь. Що ця людина, він не лише борець, що він не лише та людина, яка може виходити на мітинги та боронити нашу державу там. Це режисер, він талановитий, він знімає фільми. Це людина, яка має таку наснагу в мистецтві, що може писати книжки. Я писав листи, 2 листа вже написав йому. Це були листи з мапою України. Це така невеличка провокація для його охоронців. Бо вони вважають Україну частиною Російської Федерації. А я йому надіслав саме Україну, та є і Крим, де є і схід України. І йому це буде дуже приємно, бо мапа України заборонена у в'язниці. Я сподіваюся, вона дійде. А в самому листі я йому написав, що Олеже, це дуже зворушливо для мене та несподівано, що я особисто можу написати, надіслати тобі листа. Я перепрошую і кажу тобі пробач, але більш нічого я не буду тобі казати, бо відтепер я буду лише робити і доводити до тебе саме справою те, що я хочу тобі висловити в словах. Среди тех, кто пришел на Майдан, есть и сестра узника Кремля, крымского татарина Мустафы Дегерменче Мавиле. Она приехала из Крыма. Ее брат находится в СИЗО в оккупированном Крыму уже больше года и обвиняют его по так называемому делу 26 февраля. Я пришла поддержать Олега Сенцова. Сегодня Олег Сенцов незаконно удерживается в застенках СИЗО. Сегодня также его день рождения.
Это действительно очень такая важная дата, потому что он является патриотом Украины. Также я хочу сказать, что мой брат Мустафа Дигерменджи сегодня в Крыму также уже более года содержится в тюрьме. Я рада сегодня находиться здесь. Олега Сенцова хочу поздравить с днем рождения, пожелать ему терпения, чтобы он с гордостью выдержал все эти испытания, которые ему сейчас приходится переживать. Ну и, конечно же, скорейшего воссоединения со своими родными. На Майдане собралось много людей, среди них и активисты, и журналисты. И все они с нетерпением ждут возвращения Олега Сенцова, а вместе с ним и всех политзаключенных на родину. Студия. Спасибо, Эльвина. Это была наш корреспондент Эльвина Сидбулаева с Майдана Незалежности, где проходит акция в поддержку Олега Сенцова. Сим-Сити Транс оспаривает прекращение своей деятельности. Юристы подали жалобу в арбитражный суд Центрального округа России. Арбитражный суд Крыма в марте принял решение приостановить деятельность Сим-Сити Транс на 90 суток. Компанию обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. А в конце июня судебные приставы опечатали имущество компании, в том числе автобусы, работающие на маршрутах в Симферополе. Из-за нехватки общественного транспорта в столице Крыма горожане вынуждены брать штурмом маршрутные автобусы, особенно в часы пик. В Коктебеле правоохранители устроили силовой разгон торговцев. 12 июля в крымском курортном поселке под Феодосией торговым точкам отключили электричество. В парке расположены не только сувенирные палатки, но и столовые и кафе, которые тоже остались без электроэнергии. Это стало причиной недовольства торговцев. На место прибыли полицейские, которые применили силу, говорят свидетели. Позор! 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 Завтра снимем все побои и будете отвечать перед законом. Позор! У меня руки завтра все вот такие синие будут. Сердце никак буду, как он меня тащил. И он говорит, со мной ничего не делал. А что с парнем сделали, смотри. Милиция наша, доблестная. А где наш мэр? Которая получает деньги за счет наших налогов. Я не Внешне буду, вы же понимаете. Так возьмите хотя бы документы, у них посмотрите, на каком основании. Как мы себя показываем? Потише, пожалуйста. Мне не подчиняется, это раз. Но они вам могут это документ совершенно показать? Отдельная организация. Хорошо, полномочия на включение света. Вы можете... Да, спросите у них постановление. Требовать я могу, они мне дадут сейчас документы? Спросите, но вы мэра не обязаны. 5 лет без горячей воды. В таких условиях живут севастопольцы по улице Гоголя, 29. Тогда ЖКХ опечатала газовые колонки из-за несоответствия дымохода стандартам. Горожане обращались в разные учреждения еще при Украине, но тешили себя мечтами, что после возвращения в родную гавань им помогут. Однако напрасно. В 80-квартирном доме преимущественно живут пенсионеры и малолетние дети. Воду грею, вот у меня кастрюля. Это уже 4-я или 5-я, которую я испортила вот здесь вот, знаете. Все, оно ржавеет, все. В России мы уже ходили к Щербаковой на прием, к Татьяне Михайловне. Она обещала нам помочь. Потом мы ездили вот с Овшаровой, это в ЖКХ на Николая Музыки. Как? Забыла я фамилию. Ну да, вот это ГЖУ был. Председателю ЖКХ мы ездили. Он тоже говорил, что на 2015 год нас включат в план и будут делать. Но опять ничего ж не делается. Сейчас вот мы написали Демину письмо в марте месяце. До сих пор ответа нет. Крымско-татарская певица Севиль Меметова очередной раз покорила турецкую публику. На этот раз артистка приняла участие в конкурсе «Rising Star», где покорила сердца жюри и зрителей и прошла во второй тур. По условиям конкурса певец исполняет песню на сцене за стеной. Он не видит жюри. Если участник набирает 70% голосов, стена поднимается, а сам конкурсант автоматически отправляется во второй тур. Севиль Меметова набрала 87%.